Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что совсем скоро случится? Смотреть буду на все аспекты вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Мои хорошие, помните, что отсыпочка у нас общая, поэтому принимайте информацию согласно своей жизненной ситуации. Начнем мы с начала. Да, у вас здесь новое начало. Чем-то новым вы начнете заниматься в своей жизни. Будь то работа, будь то увлечение, будь то какой-то ваш талант, какая-то ваша особенность. Да? Вот прям с головой уйдете в новизну. Это будет интересно, это будет познавательно, это будет азартно. И это будет приносить вам удовольствие. Кому-то моральное, а кому-то еще и материальное. Да? Материальный интерес. Очень классная ситуация. Ситуация, которая вас действительно и порадует, и вдохновит, и даст мощнейший толчок вашей реализации. Вот как хотите. Чем-то вы увлечетесь, либо во что-то прям с головой уйдете. Это будет очень интересно для вас. И опять же, да, радость идет от реализации, опять же, денежку, которую вы начнете получать. Это может быть что угодно. Но это то, что вы будете делать своими руками, либо продумывать своей головой. Да, это то, что будет рождаться внутри вас. Очень хорошая ситуация. Следующий момент. Здесь какая-то ядовитая змея, которая кусает, но не вас, а кусает того, кто хотел вам навредить. Очень интересная картинка, причем кусает за ноги. Человек хотел двинуться в вашу сторону, может быть, знаете, как напасть на вас хотел, как-то себя агрессивно проявить в вашу сторону, какую-то гадость вам сделать. И вот змея его прям в ноги кусает и не пускает, да, не дает сделать шаг. Может быть, кто-то заступится, да, у кого-то и так отыграется, да, что за вас заступится. А у кого-то отыграется, что это такое стечение обстоятельств, когда ваш недоброжелатель попадет в тот же, как говорится, капкан, ту же ловушку, которую рыл для вас. То есть на ваших глазах тому, кто хотел на вас напасть, либо начнет на вас нападать, очень крепко достанется. Человек будет прям и побит, и покусан, и изничтожен. И это все на ваших глазах. Опять же, да, может быть даже как у кого-то отыграется и бумеранг, да, вот эффект бумеранга. То есть человек, может быть, не первый раз на вас нападает, не первый раз вас задевает, но в этот раз этому человеку вот прям достанется, конкретно достанется. Так, с правой стороны здесь какая-то поездка, причем поездка такая, знаете, с ветерком. Куда-то либо быстро очень будете ехать, либо очень весело, очень как-то интересно, может быть, на природу, может быть, кому-то в гости, либо по каким-то делам, но это будет настолько интересно, настолько увлекательно, вот прям удовольствие вы получаете. Ехать вы будете не одна, либо не один, с кем-то, у вас сопровождающий. Человек, который сделает вам эту поездку, который принесет какое-то веселье, какую-то активность, может быть, даже познавательность для вас. Очень хорошая поездка, причем она не запланирована. Вот сама по себе возникнет ситуация, когда нужно куда-то ехать. Либо какое-то приглашение вы получите, либо, может быть, командировочка какая-то у вас там организуется. И вы с кем-то поедете, очень классно съездите, прям удовольствие получите. Так, здесь у меня два человека слились в интимной близости. Вы меня, конечно, извините за такие пикантные подробности, но раз песочек говорит, надо вам эту информацию передать.
Здесь, ну, случай, судьба. Люди друг другу очень сильно симпатизируют, но, знаете, как ни один, ни другой не решается сделать шаг. Либо вы с человеком, ну, допустим, там долго дружили, либо долго общались, там, долго там какие-то переглядки играли. И тут какой-то праздник, какая-то ситуация, винишко, хорошая компания, хорошее настроение. И вот как все звезды сложатся в один ряд. Здесь у меня люди друг друга любят, друг другом наслаждаются, получают просто фееричное удовольствие. Начало новых отношений именно вот через интимную близость. А у кого-то из моих дорогих зрителей наоборот ситуация, когда вы, например, с любимым там поссорились, поругались, там, друг друга в клочья рвали, вот, и вы помиритесь, причем очень ярко именно через интимную близость. Идет безумное примирение, тут искры во все стороны, тут прям накроет, как говорится, волна страсти с головой. Очень хорошая ситуация, я вижу, что все довольны, все счастливы, и это начало именно очень таких нежных, теплых, доверительных, любовных отношений, с чем я вас, конечно же, и поздравляю. Так, следующий момент. Здесь какой-то выбор. Сложный выбор. Выбор, который вас поставит ну просто в тупик. Да, будет над чем заморочиться. Вы стоите, вы смотрите на эту развилку. И вам и туда хочется, и сюда хочется. И то вам надо, и это вам надо. Но, к сожалению, охватить все и сразу у вас не получается. Мои хорошие, выбор все равно придется делать. Тут идет такая подсказочка, что не медли. Вот делай, что хочешь, но не медли. Выбирай, как хочешь, там, наугад, наобум, ткни пальцем в небо, но выбирай очень быстро. Здесь нельзя терять время. Каждая, там, не знаю, секунда на вес золота. Понимаете, о чем говорю? Стал перед вами выбор. Закрыли глаза, пальцем ткнули, все, выбрали, пошли. А если вы начнете вот стоять, думать, там, перебирать варианты, прицениваться, вы будете терять драгоценное время. И выбор может просто на ваших же глазах и испариться. Да, вот это изобилие выбора, направления, но просто и испариться, и вы останетесь при голом интересе. Здесь очень нужно будет быстро реагировать и выбирайте, не ошибетесь. Вот что бы вы ни выбрали, это лучше, чем потерять драгоценное время и вообще остаться без выбора. Так, следующий момент. У кого-то идет ситуация, даже не знаю, как правильно это назвать, вы у кого-то выхватываете свое. Причем человек очень такой, знаете, наглый. Человек считает, что вы там бороться не будете за свое, что вам там не нужно, что достаточно вас там, я не знаю, там отодвинуть, причем так слегка рукой, и вы отодвинетесь и не станете голоса повышать, да, что вы смиритесь с этой ситуацией, примете как есть. А тут я вижу, что вы будете драться. Вы будете драться за свое. Причем, как говорится, и руками, и ногами, и зубами, и головой, и чем придется. Тут вас либо выбесят, да, ну, как надоело вам всегда быть в сторонке и видеть, как вас обделяют прямо на ваших же глазах. Либо у вас такое настроение будет, да, боевое настроение. Вот попадется какой-то человек вам под горячую руку. Ох, мало не покажется. Вы тут превзойдете сами себя. Вы не только свое заберете, так вы еще с лихвой возьмете. И это правильно. И это правильно, потому что этот человек, ну, действительно уже оборзел. Да, возможно, опять же, не первого дня ситуация, либо, в принципе, да, это уже как на конвейер поставлено, что вас обделяют, там, может, на работе вам не доплачивают, может быть, какое-то распределение там, каких-то ресурсов, да, и вам не достается, либо кто-то ваше все время себе прихватизирует. И тут вы скажете: хватит, а ну-ка хватит, а ну-ка давай сюда, да, да еще и возвращай то, что раньше было. Слушайте, ну вы тут прям такой солидный кусок себе отхватите. Молодец. И тут я вас хвалю. Просто шикарно. В трend-центре показали, что вы за себя поборетесь. Ох, вы себя отстоите. Ой, тут за вас слава пойдет, что вас трогать нельзя. Ой, нельзя. Там, только тронь ее, мало не покажется. Либо его, да, если мужчины меня смотрят. Мои хорошие, так и надо. На самом деле так и надо. Зачем же вот как смотреть, как на ваших глазах вас обделяют? Да, скромность — это как добродетель, да, как говорят, скромность украшает, но всему же есть предел.
Всему же есть лимит. Да? Вы тут, ох, вы себя отстоите, тут такого шороха наведете. Долго о вас будут говорить. Ну и правильно, так и надо. А что? А почему вы должны свое отдавать? А почему вы должны делиться? Вы где надо, там поделитесь. Вы не жадный человек. Но когда вас так, извините, нагло обворовывают, тут вы уже точно терпеть не станете. Заберете, отберете, да еще и, знаете, как Тумаков надаете, и правильно. Так, следующий момент связан с вашим самочувствием. Самочувствие. Ждите прилива энергии. Вот как бы вы себя не чувствовали в сегодняшнем дне, да, чтобы там с вами не происходило, кто-то заболел, кто-то приболел, а у кого-то в принципе там, да, может быть, это осенняя депрессия началась, тут идет прилив сил. Причем очень-очень мощный. И силы будут, и желания будут, и активность у вас повысится. И будет такое, чего вы и сами от себя не ожидаете. Какие-то будете сверхпланы себе строить и их перевыполнять. Представляете? Сверхпланы и перевыполнять. Причем это не один день, да, либо не один час. Это вот как-то в долгую идет прилив. И вы, как говорится, на своей волне. На своей волне. Прям так и почувствуете. Хочу это и то, пойду туда, пойду сюда. И везде побываете, и все сделаете, все, что там вы себе планируете, все вы будете делать без всяких, ну, как говорится, дополнительных усилий. И это очень хороший момент. Так, идем дальше. Человек, который вас очень сильно любит. Очень сильно любит. Почему-то мне кажется, что он либо виноват перед вами, либо он чувствует какую-то свою вину перед вами. Человечек будет стараться, очень будет стараться загладить свою вину, как-то себя проявить, как-то поактивничать. Вот, прости меня, да, вот чувствую, что виноват, вот хочу исправиться. Ждите помощи, ждите поддержки, ждите какой-то прям очень такой активной жизненной позиции от этого человека. Здесь может быть что угодно, начиная там от цветов, подарков, приглашения во всякие там крутые рестораны, заканчивая там банальной помощью по дому, там с детьми, посуду помыть, там, не знаю, карниз починить, там, плинтус прибить, да, человек будет стараться погладить, постирать, да, будет прям показывать, что вот я виноват, искупаю свою вину. Но это приятно, это будет вам приятно, в правой стороне выходит, и я думаю, что вы этого человечка простите, да, отпустите все грехи. Так, идем дальше. Здесь у меня какое-то приглашение, которое вы не хотите принимать, либо, может быть, не захотите, может быть, человек вам неприятен, либо место вам не нравится. Здесь вам предлагают все-таки приглашение это принять, потому что именно на этом мероприятии, либо в этом доме произойдет какое-то очень положительное событие, вот, которое отыграется именно положительно, плюсовым значением в вашей жизни, в вашей судьбе. Обязательно идите, даже если не сильно хочется, даже если человек неприятный, даже если дом неприятный, все равно сходите. Сходите и не пожалеете. Вот песочек так и говорит: иди, и пусть с тобой произойдет вот это радостное событие, либо это радостная ситуация. Так, какая-то ваша подруга, либо знакомая, может быть, даже соседка, приятельница будет вас угощать, причем так конкретно будет угощать, либо много даст, либо какими-то излишками поделится. Это будет приятно, это будет вкусно, и это будет к месту. Так, к месту прям будет. Вы как-то с ней очень приятно побеседуете. Еще раз убедитесь, что она очень классный человек, да, что как хорошо, что мы с ней там знакомы, либо дружим, либо соседствуем. Но прям душа человек. Вот прям как-то и поговорите, и от нее что-то получите. Очень хорошо, кстати, у вас там встреча с ней пройдет, о чем-то еще договоритесь, либо плотнее начнете общаться, либо чаще начнете общаться. Ну вот прям человечек вырастет в ваших глазах. Это тоже очень хорошо. Так, для тех, кто у меня работает. Кто работает, причем это больше похоже на самозанятость, либо на какую-то собственную работу, да, может быть, вы и не оформлены, да, может быть, вы дома что-то делаете, там носочки вяжете, тортики печете, либо там сами для себя, да, там умеете ногти делать.
Каждый же по-своему реализуется. Мои хорошие, кто вот у меня работает дома, да, назовем это так, работает дома, либо свойственный бизнес. Здесь идет какой-то наплыв желающих приобрести вашу продукцию, либо получить ваши услуги. Люди будут проситься, люди будут прям названивать, написывать, проявлять активность. Очень положительный момент, который повышает вашу самооценку, который также заряжает вас очень положительной энергией. Здесь вам совет: не пытайтесь обхватить необъятное. Да? Возможно, много людей придет, возможно, много заказов будет, либо много клиентов будет. Мои хорошие, помните о себе, помните о своей утомляемости, помните о своем здоровье, о своей семье, о своих каких-то жизненных интересах. Понятно, что хочется заработать, понятно, хочется реализоваться, но с умом. Да? Делаем все с умом. Вот. Старайтесь все-таки вот по возможностям. Так, еще здесь у меня мужчина, который прям с каким-то счастливым билетиком бегает. Но это либо билет в прямом смысле слова, да, билет там, на транспорт, либо это как какое-то приглашение, может быть, как предложение, да, вот как контракт, договор. Ваш мужчина очень счастливый будет, вот прям получает какую-то бумажку, и прям глаза светятся, и он аж прыгает, подпрыгивает. Боже, какой он счастливый. И вы за него будете очень счастливая. Ведь эта бумажка, она ему дана, но она также положительную роль сыграет в вашей жизни. Ну, допустим, какая-нибудь заграничная командировка, да? Он там поедет, реализуется, покажет себя, получит хорошие там командировочные, купит вам каких-то подарков заграничных, привезет. Либо человек получает контракт на хорошую работу. Да? Это же будущее. Причем это достаток вашей семьи. Он начнет лучше и больше зарабатывать, и всем будет хорошо, не только ему, но и вам, мои хорошие. Ну, счастье. Вот он счастливый, и вы за него счастливая будете. Но старайтесь об этом поменьше говорить, поменьше обсуждать как с чужими, так и со своими, чтобы случайно не погладили, чтобы случайно не перешли ему дорожку, вот именно вот в энергетическом плане, чтобы все получилось, чтобы все у него пошло хорошо. Да? Молчите, хочется поделиться, не надо, воздержитесь от этого. Даже с самыми близкими, там, с мамами, с бабушками, там, с сестрами, не надо об этом говорить, просто не надо. Придумайте себе какую-то общую отговорку, там, либо фразу, как делать, да все нормально, да? А что с мужем, там, либо с сыном, да, как всегда. Работает потихоньку. Да? Вот такое надо говорить. Потому что вы очень светлые люди. У вас сейчас время светлой энергетики в вашей жизни. А понимаете, зависть, от нее ведь никто не застрахован. Даже положительные люди тоже подвержены этому чувству. Это как зараза. Зараза как вирус, да, который мы можем подхватить, ну, даже там, соблюдая все средства там, предосторожности. Поэтому имейте в виду, никому ничего говорить не надо. Вот такой момент. Так, и еще. Напоследок у вас здесь очень хороший знак какой-то встречи, которая меняет все и сразу. Может быть, вы кого-то ищете, может быть, вы конкретно с кем-то хотите встретиться, может быть, какой-то специфический там, человек вам нужен, да, со специфическими знаниями, профессией. Знаете, как в этой пословице «на ловца и зверь бежит». Да? Вот ваш зверь, он бежит прямо к вам в руки. Да, прям в руки к вам бежит. Вот тот, кто вам нужен, либо тот, кого бы вы хотели встретить, у вас встреча с этим человеком произойдет. Причем совершенно случайно, совершенно спонтанно, но очень и очень для вас удачно. Так, мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.